Здравствуйте. В пятницу в Якутске завершились отчеты городской администрации перед населением о работе в 2006 году. Сегодня мы с вами послушаем своего рода дискуссию во время одной из таких встреч. Но вначале несколько слов о наиболее значимых событиях дня. Здравствуйте. В сегодняшнем номере «Вечерки» опубликовано письмо редактора этого популярного еженедельника Марии Ивановой главе республики. В нем она комментирует инцидент с материалом о семье президента. В первом раунде руководитель пресс-службы администрации и правительства Дюлустан Иванов 2 часа запугивал корреспондентов уголовными делами, в том случае, если этот материал будет опубликован. А во втором раунде материал каким-то образом исчез из редакции. Тем временем чиновники правительства начали вычислять заказчиков публикации. Нельзя в самом деле не признать, что президент достаточно замкнутый наш и для журналистов, и тем более то, что касается его семьи, для общественности вообще все это закрытая тема. Хотя, с моей точки зрения, это, в общем-то, не самая большая тайна нашего президента. А это вы о чем? Я же говорю, что это тайна, не моя тайна, так что я думаю, года через 4 о ней можно будет уже свободно совершенно рассказывать. А чем завершились поиски заказчика этой публикации? Я думаю, что вообще ничем не завершились. Ведь дело в том, что, скажем, жизнь публичного человека, она во всех сферах интересна большому кругу людей, и поэтому то, что вдруг проявился интерес к семье президента, ничего в этом такого сверхъестественного нет. Я так даже могу допустить, что это заказчик на самом деле оказалось просто журналистское любопытство, вот и все. Вчера на заседании федерального правительства глава Якутии представлял программу социально-экономического развития республики до 2020 года. Открывая обсуждение, премьер Фродков сказал: «Здесь нетрудно перейти грань реальности и фантазии, но, откровенно говоря, дух захватывает. В случае успешной реализации программы валовый региональный продукт вырастет почти в 3 раза, а доходы населения в 3,6 раза». Но есть и другая статистика. Если сопоставить некоторые показатели, то достаточно грустные вопросы появляются. Скажем, по такому показателю, как качество жизни, наша республика занимает 22 место в России, в то время как по валовому региональному продукту 5-е. И спрашивается, для чего и для кого работаем. А я бы хотел привести еще один факт заседания правительства. Глава республики предложил объединить в один год все железнорудные месторождения Якутии и Амурской области. В перспективе создать и единый горно-металлургический комбинат. Итак, пятница был последним днем, когда городская администрация отчитывалась перед населением о своей работе в 2006 году. Буквально несколько социально значимых цифр и фактов 2006 года. Во-первых, нас, я имею в виду горожан, стало на 2000 человек больше. В том числе благодаря естественному приросту населения. Детей просто родилось больше в прошлом году, чем в 2005 году. К тому же доходы среднего горожанина составили в прошлом году 15 тысяч рублей, что очень даже неплохо. И надо сказать, что рост доходов населения рос параллельно, одновременно с ростом доходов самого города. В прошлом году бюджет впервые перевалил за 3 миллиарда рублей. На всякий случай замечу, что бюджет 2007 года уже почти придвинулся вплотную к отметке в 5 миллиардов рублей. Все больше и больше. Так вот, рост таких бюджетных доходов позволил в прошлом году, в частности, направить значительные средства, 65 миллионов рублей, на строительство и ремонт автомобильных дорог в городе. К примеру, в позапрошлом году этих денег удалось выкроить из городского бюджета всего лишь 5 миллионов рублей. Эти цифры и многие другие приводились на многочисленных встречах, которые прошли в эти дни в различных трудовых коллективах столицы нашей республики. Но я, наверное, не открою никакой Америки, если скажу, что жители на такие встречи приходят не для того, чтобы слушать, а для того, чтобы задавать свои вопросы. Именно по этой причине в отчет, который мы с вами сейчас посмотрим, я включил прежде всего вопросы, которые были заданы первому заместителю главы администрации Валерию Попову во время встречи с работниками, с руководителями учреждений образования столицы нашей республики. И начался этот обмен мнениями, вопросами и ответами с вопроса относительно того, что же будет с детскими садами. Их сейчас у нас получается в 2 раза меньше, вернее мест в них в 2 раза меньше, чем нужно. В этом году, к сожалению, в планах у нас нет ни одного детского садика, строительство именно. У нас запланирована проектно-сметная документация одного детского садика в Сайсарах, а строительства пока, к сожалению, нет. Первый вопрос касается того, что повышение в 2006 году было с 1 октября, да? Мэр
подписал распоряжение о повышении заработной платы по году 14 декабря. Вот как в этом году будет эта ситуация? Потому что Россия говорит о том, что повышение будет 1 сентября. И вот хотелось бы, чтобы вот эти вот документы, да, они как-то совпадали, потому что задержка людям был сделан первый расчет только в декабре месяце. Это садиков. Вот сейчас проверяем, и там очень большая текучка по тексту справок. И если люди эти деньги не получат вовремя, Все ясно. для них это большая проблема. Мы учтем в этом году, постараемся вовремя сделать. Да, второй вопрос. По общежитию, значит, по общежитию, да? Вот стоит вопрос о приватизации общежитий города Иркутска, в том числе общежития ведомственных учителей. На данный момент вот там есть инициативная группа, которая этими вопросами занимается. Вот как город, позиция города? Мы в общежитиях не имеем права проводить приватизацию, потому что статус общежития имеется. Вот. И общежитие мы учли именно по желанию управления образования, оно должно остаться как общежитие, поэтому приватизация там не будет проводиться. Последний, третий вопрос. Вот по тем домам, которые вводятся, очень хорошая программа, она даже лучше, чем республиканская, но вот там люди, которые получили, они не могут оформить документы, очень много недоделок, и они из общежития опять-таки не могут переехать, у нас выдвижение очень медленно происходит. И, конечно, мы будем стараться, это, во-первых, первый опыт наш был, но в этом году мы стараемся учесть все эти ошибки. Самое главное, заселились, и мы торопили строителей, и цена квадратного метра такой нету в городе, самая низкая 14 тысяч за квадратный метр, поэтому в этом году мы постараемся все это сохранить, а вот замечания мы устраним. А руководители 26-й и 1-й школы, а также 1-й спортивной школы поставили вопрос о соседстве с пивными киосками и развлекательными учреждениями. Вот на днях, недавно, прямо около этого киоска избили нашего воспитанника. Он попал на 2 недели в больницу. Можно ли убрать этот киоск? А киоск с чем-то? Вот это киоск-остановка или просто киоск? Нет, просто киоск. Что касается киоска, здесь будем разбираться, насколько им дана аренда, правильно ли они находятся, место расположения, соответствует ли нормам, и тоже письменно дадим вам ответ. Но, видимо, не так просто это убрать его, он же не первый год ставится этот вопрос, видимо, поэтому мы посмотрим, где, в чем там проблема, и если возможно, то постараемся, конечно, или перенести, что более реально, предложить им другое такое же удобное место, либо, значит, вообще снести этот киоск. 75-й детский сад. Я в прошлом году, нет, не в прошлом, позапрошлом году, 18 ноября мы получили уведомление, как гарантийное письмо, что в 2006 году, весенне-летний период, на территории сада будет сделана ливневая канализация, потому что вы у нас были в прошлом году, знаете, как топит наша территория. Ну вот уже 2007 год, даже ничего, никто ничего не делал, и мы опять страшно подумать, когда начнет таять снег, что будет с нами. Задание было округу дано, там как бы по улице. Да нет, задание, средства предусмотрены в этом? Нет, ну, по нашей отрасли нет. Нет, ну по вашей нет, допустим, а по... Ну хорошо, мы выясним, учтем, да, по ливневой канализации у нас есть программа, улицы определены, мы четко посмотрим. У нас в 4 поселках собирается, в Тулагинах дети учатся, так? Ну и несколько лет уже ставится вопрос о строительстве новой школы в нашем поселке. В Тулагинской школе в прошлом году проектно-сметная документация сделана, то есть первый шаг строительства сделан. В этом году при сокращении республиканского инвестиционного бюджета строительство Тулагинской школы было вычеркнуто. Вчера была встреча в селе Тулагино, где депутат Ильин сказал, что он попытается при уточнении бюджета хотя бы какую-то часть на начало закладки свайного поля как-то заложить, чтобы в следующем году уже пробивать эту школу совместно с республиканским бюджетом. Ресбюджет, поскольку была поставлена задача совместно окончить и сдать в этом году Мархинскую школу, поэтому Тулагинскую школу и все другие объекты убрали. Школа-интернат 34 года Иркутска. У меня вопрос по поводу строительства нового здания школы-интерната. Вот уже вопрос стоит на повестке давно. Вы знаете, такие дети, дети с ограниченными возможностями здоровья, требуют специальных условий обучения и воспитания. Хорошо, я понял вопрос. Вы же... Вопрос на следующий год перенесем. Все объекты, кроме Мархинской, все убраны. Из-за сильных дождей школа номер 19, крыша дала течь. Есть предписание Роспотребнадзора о замене крыши, но денег по бюджету не выделено. Вам выделено 4 миллиона в этом году на ремонт школы, в первую очередь кровли. Уточните, потом подойдете. Последний вопрос я хотела бы поблагодарить за свой спортивный зал. Значит, у нас в августе месяце в 26-й школе сложилась
аварийная ситуация. И в конце августа практически крыша оказалась в очень сложном состоянии. И только благодаря вот быстрой помощи мэрии, лично Ильи Филипповича, очень большую роль сыграла Альбина Михайловна, Евдокия Ивановна. Оперативно, вот за 2 месяца, спортивный зал приведен в должное состояние. И сейчас в нормальном объеме проводятся все уроки физической культуры. Ну что же, на сегодня это все. До свидания, встретимся теперь только в понедельник.